Здравствуйте, в эфире новости за школьной партой. И с вами, как всегда, Рома и Гузель. Привет, ребята! Сегодняшний выпуск, как вы заметили, выходит в новом формате. Я бы сказала под хэштегом «Сидим дома». Но новостей от этого не становится меньше. Сегодня мы расскажем, как мы будем учиться дистанционно. Все школы города Канаша перешли на отдаленное обучение. По усмотрению учебного заведения каждый выбрал один из утвержденных образовательных ресурсов. «Я класс» – так называется моя программа. Здесь мы с одноклассниками выполняем домашние и проверочные задания, готовимся к ВПР. После выделенного на классную работу время мы с удовольствием решаем дополнительные задания на логику, мышление. Можно сказать, что состязаемся за места в топе. Ребята, читайте книги, пишите в тетради и получайте только отличные оценки. Как оказалось, учиться дистанционно требует ответственности и собранности, ведь ты сам должен следить за режимом дня. Из-за того, что не можем позволить себе прогулки на улице, развлекаем себя настольными играми и хобби. Сейчас я вам расскажу пару вещей, которые вы можете сделать на карантине и чем занимаюсь вообще я. Займитесь саморазвитием, прочитайте книгу. Я могу посоветовать вам книгу «Пока я жива». Это книга о девочке, которая всю жизнь болела раком. В этом произведении рассказывается о ее жизни, о событиях, о том, как переживает она все свои трудные моменты в жизни. Она очень интересная, я вам всем советую. Также каждый день я трачу свое время на игру на пианино. Время проходит быстро, и я что-то учу для себя новое, интересное, и скука пропадает. Но если у вас нет музыкальных инструментов, то вы можете просто приготовить что-нибудь вкусненькое. Ну, а если вы не шеф-повар, то вы можете порисовать. Например, я убиваю время на гравюру. Это, как вы заметили, черный лист, и для этого нужна палочка, стержень. Чтобы рисовать, вы проводите по контуру и рисуете. Также я смотрю фильмы и сериалы. Вы можете помочь родителям убраться в комнате, очистить все свои старые вещи. В общем, дел очень много, так что вы все успеете, вы все сможете. Ребята, мы, наверное, не соврем, что за последние дни мы очень соскучились по школе и очень хотим вернуться туда. Набираемся терпения и выдержим карантинный режим. А как с пользой для здоровья его проводит фитнес-тренер Елена Головина, далее в передаче. Как мы видим, музыкальные, спортивные, танцевальные занятия можно смело делать дома. Предлагаю посмотреть подборку занятий, которые ребята проводят дома.
Какие ребята молодцы, не унывают, поддерживают себя в тонусе. А на этом мы завершаем наш выпуск и говорим вам до новых встреч. Берегите свое здоровье. Пока.